Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о тренде, который перестал быть просто фишкой крупных компаний, а стал стратегическим преимуществом в условиях кадрового дефицита. О корпоративных программах укрепления здоровья сотрудников мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Анастасия Лазарева, заместитель руководителя многофункционального центра Республики Саха-Якутия. Анастасия Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот стало интересно, в условиях кадрового дефицита мы делаем упор на здоровье сотрудников, внедряем программы, так скажем, заботы. Вот как это связано между собой, кадровый дефицит и появление этих программ? На самом деле это не только связано с кадровым дефицитом. В принципе, забота о здоровье сотрудников — это в настоящий момент является трендом, и он уже идет не только среди коммерческих предприятий, но и распространяется среди всех учреждений. И на самом деле это такое направление, благодаря которому идет забота не только о своих сотрудниках, но и о своих клиентах. Да? Потому что прежде всего надо закрывать базовые потребности своих сотрудников, потому что если они будут закрыты, соответственно, они уже и смогут раскрыть полностью весь свой потенциал, в дальнейшее обучаться, развиваться и, соответственно, хорошо обслуживать наших заявителей. Соответственно, довольные сотрудники — это и отличное обслуживание наших заявителей, соответственно, повышается удовлетворенность. Поэтому здесь все взаимосвязано, и это очень здорово, что это становится популярным во всех учреждениях, а не только в коммерческом секторе. Подводя итоги, довольный сотрудник равно довольный клиент. Да. В этом случае. А если мы говорим о программах укрепления здоровья, что мы под этим подразумеваем? ДМС? Ну, там, условно, компенсация на стоматолога, на различные частные клиники, правильно? Или это еще и вклад физическое здоровье, так скажем? На самом деле это немножко широкое понятие, чем просто ДМС. Да? На самом деле, если так говорить про укрепление здоровья сотрудников, это же немножко размытое, да, то есть это может быть и ДМС, и занятия спортом, и обеспечение, конечно же, хороших условий труда, безопасных, комфортных. И это все включается в корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников. Если, например, по нашему центру я рассказываю. Давайте на примере, да? конечно. Да. Лучше У нас рассказывать на примере. Да, все делалось по наитию, то есть, конечно же, обеспечение комфортных условий труда, потом мы начали развивать спорт и тем самым подтягивать сотрудников к здоровому образу жизни. Да? То с внедрением корпоративной программы укрепления здоровья, у нас, получается, систематизировалась эта работа и появились какие-то вот такие оценки, которые позволяют оценивать проводимую работу. Если говорить о центре «Мои документы», у нас такая специфика, что мы находимся по всей республике. Наши сотрудники, это 508 человек по штатному расписанию, они в каждом муниципальном районе, 34 муниципальных районах нашей республики. И у сотрудников очень большой объем работы. Они работают больше, чем с 900 государственными муниципальными услугами. В день они обслуживают порядка 20 заявителей, то есть это 20 разных людей, 20 разных жизненных ситуаций. Их всех нужно помочь, их всех нужно понять, да, помочь направить, определить, какая услуга им нужна. При этом это все делать корректно, потому что очень в нашем быстро меняющемся мире услуги, к сожалению, тоже очень быстро меняются. Появляются какие-то новые услуги, меняются размеры пошлин, условия их предоставления и так далее. То есть сотрудники, они должны быть все время в тренде, поддерживать свой уровень знаний, обучаться. Да? Поэтому на самом деле это очень такой сильный стресс. И для того, чтобы поддерживать свое хорошее здоровье, чтобы хорошо работал специалист, очень важно это все синхронизировать. И вот эта вот вся проводимая работа по всей республике, она должна как-то вот консолидироваться. И в 2020 году, когда в тесной работе с Министерством здравоохранения они нам предложили внедрить такую корпоративную программу укрепления здоровья, мы, конечно же, с радостью согласились и начали уже систематизированно проводить вот такую работу по стандартным условиям этой программы. То есть это было такое своего рода требование и вызов времени, да? И запрос от сотрудников. Можно так сказать, совпал. Да. Вот если говорить, опять же, на примере вашей программы, сколько направлений работы включает программа по укреплению сбережения здоровья? Здесь основные направления — это, конечно же, контроль медицинских показателей. Да?
это борьба с вредными привычками, то есть курение, употребление алкоголя, это создание безопасных условий труда, здоровое питание и, конечно же, психологическое здоровье и благополучие сотрудников. Здесь я хочу отметить, что несмотря на то, что вот как бы Ну, я так понимаю, что вот здесь это такая работа комплексная, это Да. не только вот о чем мы вначале говорили, ДМС, здесь про больше создание условий для сотрудников, чтобы им было комфортно и в психологическом, Да. и в разных любых других планах соблюдать именно, быть приверженцем здорового образа жизни. Да, спасибо за поддержку. Вот в части того же ДМС, да, я дополню, потому что, к сожалению, Центр «Мои документы» — это некоммерческая организация, и мы не из тех компаний, которые можем позволить себе ДМС для сотрудника. Но здесь к нам приходят в помощь наши врачи из Общественного центра здоровья, которые в рамках как раз-таки этой корпоративной программы укрепления здоровья позволяют проводить бесплатные чекапы для сотрудников. То есть это обязательный контроль каких-то своих медицинских параметров, анализ крови, там, электрокардиограммы и так далее, которые позволяют ежегодно сравнивать свои показатели и поддерживать, то есть не дай бог, что случится, чтобы можно было оперативно среагировать. Да? Анастасия Алексеевна, я уверен, что вы держите обратную связь вот, по этой программе с сотрудниками, что говорят, как изменилась их рабочая жизнь, как изменился климат вот с момента старта программы, какие отзывы? Да, естественно, любая работа должна быть оценена, иначе как бы она не проводилась, можно так сказать. Да? И согласно программы, здесь есть определенные индикаторы результата, индикаторы процесса, которые позволяют оценивать проводимую работу. И здесь я хочу сказать, что есть, конечно же, тенденции эти положительные. То есть ежегодно мы проводим опросы среди коллектива, и мы видим, что микроулучшения, но они есть. То есть уменьшается количество сотрудников, которые имеют вредные привычки, либо увеличивается количество сотрудников, которые хотели бы отказаться от этих вредных привычек, увеличивается количество сотрудников, которые принимают участие в спортивных мероприятиях и вообще являются сторонниками здорового образа жизни. И как бы результат работы, он оценивается не только вот нашими опросами, но и подтверждается внешними факторами. И в 2023 году по итогам года наша корпоративная программа была признана лучшей среди организаций города Якутска. Ничего себе. Да. Но я считаю, что это тоже один из важных показателей. Да. Если говорить о психологической составляющей, все-таки работа с людьми есть работа с людьми. Нужна психологическая разгрузка. И в том числе в последнее время очень модно стало на предприятиях, даже те, которые только начинают свой путь в программах укрепления здоровья, проводить различные тренинги, сессии. Возможно, даже есть свой штатный психолог. Как у вас с этим? Как психологическая разгрузка? Да, действительно, это очень актуальный вопрос. Вопросы выгорания, они очень муссируются, можно так сказать, различными средствами массовой информации, поэтому этому на самом деле придается огромное значение. Действительно, работа с клиентами — это одна из сложных видов работ, поэтому психологическая разгрузка, она имеет место быть. И здесь мы делаем упор именно на работу, в том числе с возражениями. Да? То есть человек, сотрудник, он должен уметь справляться с какими-то случаями, с какими-то ситуациями. То есть для помощи коллег мы проводим различные тренинги психологические, как справляться с этими ситуациями и так далее. Ну и, конечно, здесь в помощь идет как раз-таки кресло массажное, которое нам выиграли в этом конкурсе. Оно идет в помощь нашим коллегам для психологической разгрузки в том числе. Я понимаю, что это любимое место у ваших коллег на работе, наверное. Если говорить о планах, я понимаю, что за 5 лет с момента, вот, когда началась с 2020 года при поддержке врачей активная работа, вот, ну, казалось бы, сделано уже достаточно, если не все. Что еще в планах? Ну, в планах, конечно же, эту работу дальше и проводить, не забрасывать, акцентировать. В планах у нас очень много. Мы принимаем участие практически во всех крупных спортивных мероприятиях, которые проводит город, да, и занимать хорошие места. Например, ежегодно мы принимаем участие в спартакиаде учреждений, которые проводятся в городе Якутске. В этом году как раз к 15-летию нашего центра
сделали себе подарок, выиграли в этой спартакиаде, поэтому сейчас мы активно тренируемся, чтобы показать неплохие результаты тоже в следующем году. Ну и, соответственно, коллектив у нас молодой, трудоспособный. Если взять средний портрет нашего сотрудника, это больше всего женщина, 87%, с высшим образованием, 35 лет, и которая работает в центре 6 лет в среднем, да. То есть мы понимаем, что это мама, да. Это будущая мама или реальная мама, то есть после работы она идет в садик, собирает детей. И здоровье в этом возрасте очень важно поддерживать и вот все вовремя отслеживать все показатели. Поэтому это направление мы только будем усилять. Если говорить о мерах поощрения сотрудников, которые активно вовлечены в эту программу, я понимаю, что это, безусловно, личное дело каждого, и здесь главный показатель все-таки достижения того или иного уровня здоровья. Но вот смотрите, если условно сотрудник бросил курить, или там, не знаю, стал самым спортивным, или сделал больше всего, там, провел часов с психологом, полагается ли ему какое-то поощрение? Допустим, 13-я зарплата. Или не все упирается в деньги? Нет, конечно, не все упирается в деньги. Очень, на самом деле, сильная мотивация, я вам скажу, это не материальная мотивация, да. Как раз-таки она у нас есть, и наши спортсмены, они как раз-таки мотивированные люди, и всегда они имеют какие-то плюсы, бонусы, там, может, не знаю, корпоративный мерч, участие в каких-то мероприятиях, оно дает, в принципе, очень большой профит, да, то есть наши сотрудники являются и членами сборной города Якутска, например, по играм ГТО, и выезжают уже на соревнования регионального уровня, то есть это своего рода тоже для них является мотивацией. В заключение, совсем коротко, вот какой-то совет только для тех организаций, которые, возможно, начинают свой путь вот на этом непростом, но очень интересном и важном этапе деятельности. Ну, я бы хотела посоветовать всем организациям, не только коммерческим, но и бюджетным, внимательнее отнестись к этому вопросу и обязательно уделить больше внимания, не потому что дефицит кадров, а потому что это люди. То есть любые амбиции компании, они недостижимы без людей, без команды. Поэтому вкладываться в здоровье сотрудников, вкладываться в команду, это, мне кажется, самый отличный способ сохранить вообще эту команду. И сохранить бизнес, Да, самое сохранить главное. бизнес, сохранить свой бренд, да. Анастасия Алексеевна, я благодарю вас за интересное интервью. Желаю, собственно, если мы сегодня говорим про здоровье, и вам, и вашим коллегам все больше делать успехов в этом поприще. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.